Друзья, всем привет! Сегодня хотел записать видео. Понимаете, да, я каждый день снимаю город, снимаю, то, что я вижу. Друзья, меня иногда просят снимать, где там негатив, да. Имеется в виду не то, чтобы негатив, там где-то дороги плохие или еще что-то там. Когда у меня получается возможность, я снимаю такие видео. Когда нет. Для этого, я думаю, существуют паблики там. Тараз в объективе, Тараз Лайф. Друзья, я хотел поговорить насчет тематики того, что... Помните, я как-то снимал видео, где... я был, получается, в своем любимом магазине. Он находится в микрорайоне Джансая. Называется, да? Small, Skif. Я там раньше закупался, да? Продукты там. Я привык, что там выбора больше, ассортимент большой, да, товара. И я не знаю, я люблю такие пространственные, да, просторные вот эти магазины. И получается, у меня там был инцидент, что мне посчитали одну кружку как 3-4 кружки, да. И получается, вместо того, чтобы заплатить там 600-800 тенге, я заплатил где-то 3000. Я понимаю, это моя вина, то, что я не посмотрел чек. Этот вопрос мы там решили. И буквально вчера я был в магазине Корзинка, да, где-то находится между микрорайоном Арай и между массивом Арай. И тоже там, в общем, купил сладости. У меня глаза же все равно как-то как говорится, да, профессиональные. По профессиональной работе. Я раньше работал уже в милиции, у меня зрение. Все равно замечает это все. Я помню то, что эта сладость, она стоила где-то 600-800 тенге. И получается, я домой пришел, думаю, как же эта сладость называется. И посмотрел, она, оказывается, называется зефир. Где-то стоит... там цена была указана, стоимость 1000 с чем-то там, да? А я точно помню, где-то я брал, да, за 600-800 тенге. И получается... сверяюсь, да? Посмотрел на упаковку, там название зефир. Тоже там на упаковке написано 600 с чем-то тенге. Я не то чтобы жалуюсь, да? То, что там 400-500 тенге они там сделали. Но факт в том, что хочу сказать, что все равно, где бы, в какой бы вы магазин ни заходили, все равно нужно проверять чеки. Чеки, да, не забываем, друзья, проверять чеки. Если бы я даже сказал бы, да, там, например, вы неправильно посчитали, там, да, или начал спорить, все равно я знаю, что там, они могут сказать, там, забыли поменять ценник, это компьютер, мы просто выбиваем цены, компьютер сам считает, это не наша ошибка. В общем, в любом случае, там вину продавца не доказать. Я сколько пробовал. И не моя цель, да, что-то доказывать, кого-то обвинять. Просто наше упущение, что мы не смотрим на чеки, друзья. Поэтому всегда учитесь смотреть на чеки. А то, что там они забыли ценник поменять или еще что-то, я думаю, компетентные органы должны все-таки как-то делать свою работу, да, чтобы... мы же за товар платим, мы же не скрываем ничего, поэтому мы свою обязанность, обязательства выполняем. Так что продавцы тоже должны исполнять свои обязательства. И этим видео я не хочу сказать, что я кого-то обвиняю, там, Корзинка, такой плохой магазин. Нет, просто это мое упущение, я свое упущение рассказываю на видео, друзья. Хочу показать, что мы должны быть, наоборот, грамотными, знать, да, свои права, обязанности, друзья, и не допускать такие моменты.
Ну, я, конечно, попробую в корзинку написать. Вернут деньги, не вернут. Посмотрим, в общем, друзья. А так, это мое видео не, как бы, да, я не хочу кого-то там обвинять, там, негативить. Вот, просто хочу, чтобы все мы были, как бы, да, такие мудрые, в общем, опытные, друзья. Вот, всем пока.